Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему, что пророчат вам высшие силы до конца осени. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим, что высшие силы вам пророчат. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть эти высшие силы водят моими руками, пусть откроют мне скрытые ночью, мы желаем услышать и узнать. Так, мои хорошие, давайте будем разбираться. Как интересно показали, что мужчина и женщина местами поменяются. С вашей правой стороны образ мужчины, а вот с левой это ваш образ женщины. Кто бы меня ни смотрел, мужчина и женщина, будете меняться местами. И чего бы это ни касалось. Отношений, работы, заработка, возможно, как цели, желаний, да, все будет меняться. Вы будете меняться местами. И если вы сейчас, женщина, да, работаете в поте лица, а мужчина ваш всего лишь в поиске себя, ну, либо там какие-то другие у него причины есть, то поверьте, до конца осени вы однозначно поменяетесь местами. И уже он будет работать и содержать, и обеспечивать вас. А вы уже будете заниматься поиском себя, либо посвящать время себе, да, больше времени на себя. Также, мои хорошие, если вы стремитесь к отношениям с мужчиной, к более серьезным отношениям, а мужчина пока не готов, то до конца осени все поменяется, и уже мужчина будет вас там подгонять и говорить: давай скорее, скорее, пойдем в ЗАГС, давай там ребеночка, давай там жилье, да, вот в таком ключе. Да, хороший на самом деле знак. Мужчина занимает свое место, ну а женщина рядом с ним живет, наслаждается жизнью. Так не идет. И также, мои хорошие, у кого сейчас в жизни, в личной, грубо говоря, пробел, да, может быть, у вас нет отношений, либо любимый где-то там находится далеко от вас, то ситуация тоже крайне резко и быстро поменяется. Мужчина займет свое место. Мужчина появится, или появится тот достойный, с кем вы будете готовы связать свою жизнь и судьбу. Ну, в любом случае, все у вас тут улучшается. Ну, а теперь давайте начнем с корня рисунка. В корне рисунка нам показывают вас и показывают ваше пробуждение. Пробудиться. Здесь у одних отыграется, что вы в депрессии, что вы плохо себя чувствуете, что у вас упадок сил, у вас нет желаний, у вас глубокое разочарование. Возможно, какие-то серьезные проблемы со здоровьем, которые не дают вам возможности нормально жить, да, нормально себя в жизни реализовать. Показано пробуждение. Вы потихонечку встаете, пробуждаетесь, приходите в норму. У вас и силы есть, и желания появляются. Ну и действительно начинаете жить. Кстати, по таким знакам очень часто показывают пробуждение дара. Дара, которым вы владеете, владеете, но, возможно, по каким-то причинам об этом не знаете. Ну, либо не до конца, например, в это верите. В любом случае, мистики, всяких таких ненормальных, паранормальных событий и явлений будет гораздо больше. Ничего не бойтесь, относитесь к этому философски. Это часть вашей жизни, часть вашей судьбы, и никуда от этого не уйдешь. Никто не заставит вас вот прям по щелчку пальцев там набирать клиентов, да, помогать всем страждущим. Нет, такого не будет. Вы просто почувствуете свою силу, вы с ней подружитесь, и вы, грубо говоря, кто-то больше, кто-то меньше, начнете потихонечку практиковать. Вот так мне идет. Больше необычных снов, больше необычных ощущений. Информация в таком ключе. Ну, а кто в депрессии находится, то в зиму вы вступите в полном рассвете сил. У вас будут гореть глаза, вы будете прям
жить на полную, да, в отрыв, возможно, даже кто-то пойдет. Кстати, да, в принципе, очень все логично. Мужчина с женщиной меняются местами, и вы начинаете жить на полную, на полную. Так, еще конец сезона, конец осени кому-то из вас прям преподнесет на блюде очень крутую работу. Работа может быть как и на кого-то, так и работа самого на себя, да, как самозанятый. Это что-то, что просто ворвется в вашу жизнь, и вам, грубо говоря, особо-то и делать ничего не нужно будет. Вам нужно будет только принять и согласиться, либо начать и делать. В таком ключе работа идет мне интересная, либо для большого количества людей будете работать, либо с большим количеством людей будете работать, либо так, либо так. Что вы прям себя покажете в короткие сроки достаточно успешной, либо успешным станете. И вижу, что завистники у вас появятся. Ну, куда без них, да? Все успешные люди имеют завистников. Ничего с этим не поделаешь. Здесь как рекомендация ставить на себя защиту, пользоваться оберегами. Это могут быть и какие-то вещи, предметы, и также это могут быть молитвы. То есть не игнорировать средствами защиты. Вот, они вам точно понадобятся. Большое количество людей о вас узнает. Большое количество людей будет на вас смотреть. Опять же, вы все разные, у каждого будет по-своему. Но нужно себя будет защищать. Причем по максимуму, грубо говоря так. Не хотите неприятностей, защищайте себя. Вы личность яркая, вы личность видная, вы станете успешным человеком, поэтому завистников будет много. Вот это точно показали. И еще до конца осени вижу, что вам удастся очень выгодно что-то либо приобрести, либо продать. Но опять же, кто-то продает, кто-то покупает. С левой стороны здесь такое впечатление, что продавец либо покупатель придет к вам сам и будет действительно предлагать стоящий вариант. То есть человек, который будет очень заинтересован в том, чтобы продать, и поэтому будет готов идти на всякие там скидки, поблажки, либо заинтересован в том, чтобы купить. И вплоть до того, что даже может в какой-то степени там накинуть и скажет, что только мне продай, да, я больше заплачу, мне очень нужна эта вещь. То есть очень приятно вам будет. Вы еще и денежку заработаете, либо сэкономите на какой-то, например, покупке. Да, на продаже заработаете, а на покупке сэкономите. Прям очень показали выгодно, и вы просто в таком легком шоке думаете, ах, если бы я знала, да, ах, да, хорошо мне, хорошо. И еще показано, что вы кого-то сможете рассмотреть. Рассмотреть, вот как будто бы в это увеличительное стекло рассматриваете. Человек, который мастерски скрывал свою истинную суть. Человек, который выдавал себя не за того, кем является. Здесь, смотрите, может и в плюс, и в минус отыграться. То есть человек мог говорить, что вот я гол как сокол, там я несчастный, я там недостаточно образованный, да, как бы прибедняться мог человек, да, прибедняться. А у других отыграется наоборот, что человек там себя расхваливал, раздувался как мыльный пузырь, и вроде так все мастерски это, значит, там маскировал, что и не видно было, что по сути он пустое место. Вижу, что удастся вам как присмотреться, высмотреть, кто является человек по сути. Здесь, смотрите, задействована ваша аналитика, и здесь такой глубокий еще мыслительный процесс идет. То есть будете думать, сопоставлять какие-то фразы, слова, действия, факты, исторические какие-то события, да, вот проводить параллели. Прям такой кропотливый труд проведете, но человека этого на чистую воду выведете. Это очень важно не только для вас, но и для тех, кто вместе с вами рядом находится. Докопаетесь и до причин, и до истоков. Грубо говоря, и себе пользу принесете, и тем, кто вас окружает. Человека выведете на чистую воду. Вы сделаете то, что для других невозможно. То есть у других людей, я так понимаю, что не настолько активно работает мозг, и у людей нет такой склонности к аналитическим всяким там штукам, задачам, решениям, как у вас. Раскусите. Вы этот орешек точно раскусите. Дальше. У кого-то корона падает к вам
летит под ноги, катится. Корона. Но корона – это власть. Корона – это признание. Корона – это то, что отличает вас от других людей. Кто-то корону потеряет, и эта корона катится именно к вам. То есть вы как единственно правильный кандидат на ношение, обретение этой короны. Единственное, что вижу, что вы очень скромны, и вижу, что вы, скорее всего, на попятную пойдете. Вы скажете: да ну нет, не буду я королевой, не буду я королем. Я не знаю, я боюсь, я там в себе немножко не уверена. Но вас прям будут уговаривать. Носить корону значит иметь власть, значит руководить, значит управлять. Здесь могут быть предложения и по поводу того, чтобы что-то возглавить, и не обязательно там руководящая должность, да, это может быть какая-то организация и группа людей, да, которые в вас верят и вам полностью доверяют. Кто-то теряет корону, а вы, наоборот, получается, обретаете. Но выбор будет за вами. Носить корону, конечно, тяжело. Это большая ответственность. И поэтому так и показали, что катится к вашим ногам. То есть будут предлагать, будут уговаривать. А как вы там согласитесь, не согласитесь, это уже дело ваше. Может быть, вы и не согласитесь сначала, но потом, например, зимой согласитесь, да, и так может отыграться. Корона катится к вашим ногам. Дальше, мои хорошие, показано, что кто-то к вам приедет. Приедет, появится, в дом войдет. Ну, в жизнь у кого-то войдет. Здесь и мужчина, и женщина может быть с левой стороны. Гость, которого не ждете. Либо, может быть, не совсем готовы встречать этого гостя. Как-то вот слева это все идет неожиданно и так, что вот уже ничего не поделаешь. Да? Нужно принимать как данность. Ну, уже случилось, уже свершилось такое событие. Но человек, кто к вам приедет, у него либо у нее помыслы чистые, светлые. Там нет желания там, вас обмануть, либо какую-то неприятность вам причинить. Нет, там помыслы чистые, и никаких задних мыслей у человека точно нет. Дальше. Решение. Легкое решение сложной задачи, так можно сказать. Говорят же люди, что все гениальное максимально просто. Вот и у вас так отыграется. Пока вы ломаете голову, как решить ту или иную задачу, как выйти из той или иной проблемы, решение, оно, грубо говоря, у вас перед глазами. Перед глазами. Как, знаете, догадаетесь, либо поймете, что нужно делать, как осенит. Да? Вот гениальная мысль вас осенит. Значит, мои хорошие, мысль действительно гениальная, и пока вы свою проблему не решите, никому об этом не рассказывайте. Иначе другие люди могут просто перехватить, и вы, придумав гениальный выход из сложной ситуации, как сапожник без сапог останетесь. Да? Другие люди этим начнут пользоваться, и вы уже все там где-то в стороне. Вам уже как не достанется, да? Либо на вас не хватит. Сначала сами сделаете, потом другим расскажете. Вот так будет максимально правильно. Дальше какой-то интересный вид заработка. По воздуху информация об этом идет. Воздух — это у нас интернет, может быть, Wi-Fi, да, и также это может быть подслушанный, услышанный разговор, да, случайно подслушанный, услышанный. Классная информация, крутой вид заработка. Вы об этом не знали, не догадывались, даже не представляли. Но для того, чтобы на этом зарабатывать, нужно тему очень досконально изучить. Вот. Просто так заработать не получится. А вот если все узнать, все детали, все подробности, все там нюансы, то тогда да, можно заработать. Хорошая идея, и вы сможете реализовать это все через какой-то определенный этап. То есть этап изучения, этап, может быть, действия. Там мне почему-то единица идет. Единица, да, 1 месяц, правильно. Если вы узнаете об этом в конце осени, то 1 месяц декабря, и вот, пожалуйста, это уже Новый год. В общем, мои хорошие, идея крутая, вид заработка необычный, мало людей об этом знают, либо мало людей этим занимается. И если вы займетесь, вы точно не пожалеете. Еще какой-то, праздник, не праздник, какое-то мероприятие. И вы почему-то будете настроены туда не идти. Либо будете отказываться. Вас предупреждают, что этого делать нельзя, категорически нельзя. Посещение мероприятия, посещение праздника
для вас как ключевой момент в жизни. Там либо вы с кем-то познакомиться должны, либо с кем-то о чем-то договориться, либо даже как-то себя вот проявить, выявить. Ни в коем случае не отказывайтесь ни от каких мероприятий, никаких посиделок, не знаю, корпоративов, что-то может быть, дни рождения, свадьбы. Везде идите, везде присутствуйте. Поверьте, именно в атмосфере праздника, где много людей, ключевые судьбоносные моменты могут произойти. То, что повлияет и на вас, и на вашу жизнь, и на вашу судьбу. Вы все у меня разные. Меня смотрят и мужчины, и женщины. Рекомендация идет общей. Не отказывайтесь от праздников. Даже если вам кажется, что там скучный праздник, я там никого не знаю, там нечего делать, все равно идите. Все равно идите. Пропустите, потом некого будет винить. Ну, либо себя можете винить. Нельзя вам отказываться от мероприятий, нельзя отказываться от праздников. Прям совсем нельзя. Дальше показана цепочка событий. Сначала к вам кто-то руки тянет, а потом уже вы кому-то руку протягиваете. То есть, получается, сначала вы кому-то поможете, потом уже кто-то поможет вам. Причем это разные люди. Цепочка добра, либо цепочка взаимопомощи, выручки идет. Значит, вам нельзя отказывать, если просят у вас помощи. Иначе в нужный момент, когда попросите вы, помощь не будет оказана. Понимаете, здесь вот как одно за одним идет. Сначала вы помогаете, потом вам помогают. И никак по-другому. Желательно никому ни в чем не отказывать. И еще у кого-то отыграется момент проверки. То есть вас будут проверять высшие силы, направляя к вам несчастных, которым нужна помощь. И этим будут вас проверять, откажете или нет. Если вы отказываете, то на помощь высших сил не надейтесь. Если вы помогаете, то и вам обязательно помогут. Вот как-то так идет. Такое вот как бы предупреждение, советы, наставления. Могут, кстати, прийти совершенно неожиданные люди, даже, может быть, те, с кем вы там не особо общаетесь, может быть, даже люди, с кем у вас напряженка в отношениях. Но мне идет, как будто бы вас будут проверять. Вот знайте об этом. И еще, мои хорошие, до конца осени много благ придет в вашу жизнь, либо в ваш дом. И так может отыграться. Придет то, чего уже не ждали, либо то, на что не надеялись. Это то, что вас истинно порадует, это то, что вселит в вас надежду, как верный знак того, что жизнь меняется и меняется к лучшему. А дальше будет больше. Вот такой момент. Еще мне показывают за вашей спиной человека, который очень деятельный и активный. Тут либо какая-то тайная помощь, либо человек, пользуясь своими, там, например, знакомствами и связями, помогает вам так, чтобы вы об этом не знали. Но вот будет такое странное ощущение, что все это неспроста со мной происходит, а есть какая-то вот невидимая рука. Как бы приблизительно, но так и есть. Возможно, этот человек в вас заинтересован, возможно, влюблен, возможно, еще какие-то там есть вещи, которые вас объединяют, связывают, но делает как будто бы в тайне за спиной у вас. Перед глазами у вас дерево, которое начинает оживать. То есть, по идее, осенью деревья засыпают, да, в зимнюю спячку впадают. А у вас наоборот, дерево, которое оживает и дает не только листочки, но и цветочки. Но это то, что будет происходить у вас на сердце и в душе. Опять же, да, с мужчиной тут у вас все случается, решается. Вопреки тому, что происходит за окном, у вас на душе и в сердце весна весной. Это так прекрасно, так необычно. Обычно так влюбленность показывают, обычно так счастье показывают. Чего я вам искренне и желаю. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.